Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный пирог с калиной. Этот пирог мы начнем не как обычно. Начнем с начинки, не с теста. Для теста надо будет нам 500 грамм калины, почищенной, помытой, перебрала, почистила все. Так, 200 грамм сахара и 150 грамм панировочных сухарей. Ну, тут вообще в оригинале, конечно, нужно это... Ну, когда раньше готовили, это очень старинный рецепт, когда вот наши бабушки готовили, они делали это из ржи, ее проращивали, потом ее мололи и просеивали, и делали салатную муку. Но у нас таких возможностей, конечно, нет, поэтому мы будем уже готовить облегченный вариант. Для этого нам понадобится, вот, как сказала уже, панировочные сухари. Кладем вместо 200 грамм сахара. Хорошенько размешаем. Сюда же добавляем нашу калину. Сейчас закроем ее фольгой и ставим в духовку для запекания. Но сколько минут, точно не скажу. Но при 200 градусах будем запекать. По мере готовности смотрим. Я сама делаю пирог впервые, поэтому точно время не могу сказать. Ну, посмотрим, насколько она будет готова. И ставим в духовку. Пока наша начинка будет запекаться, займемся тестом. Для теста нам понадобится 150 грамм теплого молока, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара. Добавляем сюда 10 грамм сырых дрожжей. Постепенно добавляем его. Добавляем 60 грамм сливочного масла. Вот такое мягкое, эластичное тесто я замесила. Сейчас ставим ее на расстойку примерно на 1 час. Сверху накрываем салфеткой. И пусть пока наше тесто поднимается. Наша начинка готова. Я его запекала где-то минут 30. Вот потом хорошенько размешала. По желанию можно еще добавить сахара. Мне показалось, что все-таки сахара маловато. Я еще грамм 50 по сахару добавила. В общем, получилось где-то 250 грамм сахара. Так, тесто тоже подошло. Сейчас начинаем делать пирог.
Тесто делим на две части, на большую, на маленькую. Большую будем раскатывать. Вот такое тесто я раскатала. Вот такой толщиной. Делаем небольшие бортики. Складываем нашу начинку. Сейчас будем раскатывать верхушку. Сейчас будем закрывать наш пирог. В серединке пирога делаем дырочку, чтобы верхняя корка у нас не отделялась от пирога. Сейчас будем делать косичку по краю.
Пирог смажем растительным маслом. Сделаем крошку, чтобы посыпать пирог сверху. Так, 2 столовые ложки муки, 1 стакан сахара, растительное масло, где-то 1 столовую ложку. Делаем крошку. Посыпаем нашей крошкой. Сразу в духовку не ставим. Вначале оставляем ее, чтобы немножко она у нас поднялась. Минут на 20. Потом печем при температуре 200 градусов где-то 30-35 минут. Наш пирог готов. Вот такой вкусный, румяный пирог получился. Сейчас попробуем его разрезать. Такой пирог пекла моя бабушка. Когда она пекла такой пирог в детстве еще, это был уже для нас праздник. Смотрите, какой пирог получился. Очень красивый, вкусный, аппетитный. Попробуйте вы тоже приготовить. Сделайте дома праздник. Когда дома кто-то что-то печет, это уже чувствуется запах праздника. Попробуйте вы тоже сделать для себя праздник. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.